Здравствуйте, на телеканале Милет новости. В студии Султания Ситакаева мы расскажем о главных событиях к этому часу. Сергей Аксенов приглашает крымчан к конструктивному диалогу. День семьи, любви и верности отмечают в Симферополе. Крымско-татарский борец Эмин Сефершаев победил в 19-м международном рейтинговом турнире Гран-при Испании. В Крыму презентовали 3-й номер молодежного крымско-татарского журнала «Несель». В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за непризнание Крыма частью Украины. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, внесенный закон призван запугать украинцев на фоне растущего турпотока на полуостров. Это очень показательный факт. Большинство граждан Украины воспринимают российский статус полуострова как объективную реальность, которую Киев изменить не в состоянии. Об этом свидетельствует в том числе растущий турпоток в Крым с украинской территории. Сергей Аксенов приглашает крымчан к конструктивному диалогу. Сегодня он открыл страницу в Одноклассниках. Так же, как и в других соцсетях, это будет площадка открытых дискуссий. Здесь будут обсуждаться любые вопросы, волнующие жителей и гостей полуострова. Всех, кто интересуется жизнью нашего региона. Как показала практика, такое живое общение зачастую дает больше полезной информации, чем доклады и рапорты чиновников. Правила такие же, как и при общении в любых других социальных сетях. Четко и лаконично формулировать свои вопросы и предложения, соблюдать нормы приличия. В здании главного корпуса Ханского дворца продолжаются противоаварийные работы. Исторический объект с рабочим визитом посетил депутат Госдумы Российской Федерации Руслан Бальбек. Репортаж Мухаммеда Зикирьяева. Директор Музея истории и культуры крымских татар Мерьем Сейтумерова вместе с Русланом Бальбеком осматривают главный корпус Ханского дворца. А здесь еще находятся пустоты, которые еще не исследованы. На этом объекте последние работы велись несколько десятилетий назад. И только в начале 2018 года подрядчик приступил к первоочередным работам. На сегодняшний день фасад и кровля здания защищены от дождя и ветра. Сделана гидроизоляция, установлены ливневки. Этот временный навес выполнен по системе Мархи. Его можно собрать и разобрать без сварки. Эта уникальная конструкция весит порядка 100 тонн и защищает здание главного корпуса от дождя во время реставрации. Здесь уже, видите? То есть разные... Да. Для изучения черепицы экспертами ее полностью сняли с главного корпуса. Теперь по старинным методам обжига крымский производитель сможет изготовить покрытие для здания. Я уверен, что мы в главном корпусе Ханской мечети будем использовать именно эту черепицу. В принципе, она ничем не уступает той испанке, потому что согласно предмету охраны необходимо сохранить качество, форму, размеры, цвет. В принципе, здесь мы получаем это все в стопроцентном виде. Также в планах восстановить фонтан в зале дивана, который описывается в истории 1780-х годах. И в проектном решении на данном этапе как раз-таки и предусмотрено восстановление этого фонтана. Это будет такой первый шаг к тому, чтобы максимально приблизить, восстановить и сохранить то, что осталось в памяти, в архивных документах. На реставрацию Ханского дворца государством было выделено более 1,5 миллиарда рублей. Чтобы сохранить памятник культурного наследия Ханский дворец, необходимо будет 6-7 лет плодотворной работы. На территории Ханского дворца также планируют провести масштабные археологические раскопки. То есть мы на выходе увидим очень интересный дворец и расширенные экспозиции. Ну, а если говорить о площади дворца, то изначально площадь Ханского дворца была более 12 гектар. Сейчас вместе с парковой зоной около 5. Ну и фасадные работы, они также будут включены, как и ландшафтные работы. Это уже 3-й этап реставрационных работ. Конструкция всего дворца до конца еще не исследована. Археологи обнаружили подземные ходы, которые предстоит изучить. Мухаммед Зикирьяев, Эрвин Амиралиев, телеканал Милет.
В Евпатории отчитались о реализации объекта федеральной целевой программы «Дороги с твердым покрытием» в микрорайонах Исмаил-Бей и Спутник-1. Заместитель председателя Госкомнадзора Эльмар Мамбетов проинспектировал ход строительно-монтажных работ. Также в ходе выездного рабочего совещания проверил комплексное обустройство микрорайона Айсабай. Как обстоят дела с евпаторийскими объектами, выяснял наш корреспондент Руслан Минаев. 3,5 метра, которые на кладбище дорога идет. Проверку Госкомнадзор начал с дороги. На карте микрорайона Исмаил-Бей подрядчик показывает, строительство каких дорог уже завершено, а какие предстоит проложить. Вынес и, короче говоря, сейчас он нам не мешает, но колодец пока еще не восстановил сам. На этом объекте работа началась еще 1,5 года назад. Общая протяженность дорог, которые необходимо заасфальтировать, почти 6 километров. На сегодняшний день сделана лишь половина из запланированных работ. Подрядчик отказался от комментария. Господин подрядчик, можно короткий комментарий от вас услышать? На все вопросы ответит. Чиновники объяснили, затягивание связано с недоработками проектно-сметной документации. В ходе работы возникла и другая проблема. Была проблематика по вот этому данному участку, с учетом того, что здесь не в рамках проекта было проложено сети водоснабжения порядка 700 метров. Госкомнадзор установил сроки. Первый этап работ – асфальтирования дорог – должен быть закончен 27 июля. Далее по плану дорожной карты следует установка остановочных павильонов, тротуаров и освещения. Мы попродавали квартиры с детьми и все остальное прочее. И воду нам брать негде. Владельцы участков в микрорайоне Айсабай недовольны. Сейчас дома здесь строят 17 семей. 7 домов уже введены в эксплуатацию, но в районе нет ни воды, ни газа. Сейчас в течение 2-3 месяцев порядка 5 семей планируют заехать сюда. Как жить им здесь, это сложно сказать. Где брать воду элементарно для употребления в пищу, это сложно. Отсутствие воды – главная проблема микрорайона. Здесь нет трубопровода. Проект его строительства намечен на август, после чего будут определены сроки строительно-монтажных работ. Что касается строительства сетей газоснабжения, то мы ждем реконструкцию ГРС. Реконструкция ГРС предусмотрена у нас на 2019 год. Лучше всего дела обстоят с электроснабжением. Из 221 опоры, предусмотренных проектом, установлено порядка 50. У нас просто есть конечная точка, это 15 августа, когда мы должны ввести в работу все эти воздушные линии. Рабочие визиты руководства Госкомнадзора в города и районы Крыма будут регулярными. Такие проверки позволяют выслушать мнение граждан и проконтролировать работы подрядных организаций. Руслан Минаев, Магомед Нестуров, телеканал Миллет. 39-й вертолетный полк города Джанкой празднует свое 5-летие. В честь праздника солдаты показали строевую подготовку. Также организовали выставку военной техники. Мухаммед Зикирьяев в своем репортаже расскажет, каково быть солдатом. Перед праздником строевая подготовка, марш вместе с юноармейцами и государственный гимн. Джанкойский 39-й вертолетный полк уже 5-й год подряд празднует воссоединение Крыма с Россией. Офицер по контракту и штурман современного вертолета К-52 «Аллигатор» Илья Симонович с раннего детства мечтал летать. Сразу же после окончания летного училища в 2009-м начал служить в Буденновске, потом в Ростове и вот уже 5 лет в городе Джанкое. Вертолет развивает скорость до 300 км в час. При пикировании может 330. То есть, также вертолет способен перемещаться влево, вправо, то есть в бок, вперед-назад 90-100 км в час. То есть очень маневренный и неприхотливый в этом плане вертолет. Современная техника пехоты, вертолеты Ми-8, Ми-28 и Ми-35. Этот вертолет К-52 «Аллигатор» с 30-миллиметровой пушкой и 6 точками подвески самый современный во всем мире. За 1 час полета он расходует 700 килограммов керосина и способен одновременно уничтожить 12 целей. Фотографии на фоне вертолетов. А для детей и взрослых главное развлечение – это управление штурвалом. Я уже хочу поступать в вертолетное училище. Наверное, не возьмут, но попытаюсь. Выше всяких похвал такая техника. Я просто поражен действительно именно такой техникой и теми людьми, которые управляют. 5 лет назад Джанкойский военный городок находился в плачевном состоянии. Была разрушена вся инфраструктура. И с уверенностью заявляю всем жителям полуострова, что мы под надежной защитой. У нас благодаря нашим авиаторам мирное небо над головой, и мы спокойно
растим наших детей и с уверенностью смотрим завтрашний день. Но с приходом Российской Федерации восстановили казармы и закупили современные вертолеты. Сама инфраструктура была, которую просто нужно было немножко поднять и направить. Да, было трудно, но несмотря ни на что, мы выполняли все задачи нашего полка, которые нам ставило командование. И никогда не жаловались ни на что. Ну, армейская авиация, мы всегда можем работать в любых условиях. Также все желающие могли попробовать армейскую кашу, выпить чаю и посмотреть на военное оружие. Мухаммед Зикиряев и Асан Зиваддинов, телеканал Милет. В Крыму растет заболеваемость диабетом. За год больных стало вдвое больше. Сейчас их численность более 50 тысяч человек. Среди них 545 – это только дети. Как уменьшить количество постоянных инъекций? Какие медицинские решения есть на сегодня? На эту тему со специалистами пообщалась Наджия Исаева. Поход на детскую площадку для 6-летней Арины Каковской – большая редкость. Девочка уже больше года страдает сахарным диабетом первого типа. Из-за постоянной усталости и недомогания она не всегда может играться со сверстниками. На руках сенсорные датчики и умные часы. Ими девочки безболезненно измеряют уровень глюкозы в крови. Давай сахар измерим. Давай. Лацент, глюкометр и более 5 инъекций инсулина в день. Маленькая Арина и ее родители долго привыкали к больничному графику. У нас уколы 5 раз в день, то есть длинный, базальный утром и вечером. Это обязательно, в основном в одно время. И он как бы действует как продленный в течение дня. Контролирует сахар. День инсулинозависимой девочки расписан по минутам. Сахар надо измерять каждый час и днем, и ночью. Из-за этого мама Арины не может работать. Постоянно контроль нужен. Не так, что можно оставить на час. Избавиться от многократных уколов можно. Для этого есть инсулиновая помпа. Это аппарат, встроенный в организм. Он подает инсулин микродозами каждый час строго по расписанию. Это на 20-30% уменьшает потребление лекарств. Инсулиновая помпа крепится к поясу, она не видна под одеждой. И вообще в чем смысл этой помпы? Она, по сути, заменяет функции поджелудочной железы. То есть она вводит инсулин автоматически небольшими микродозами под кожу. То есть это вообще абсолютно не больно, это незаметно окружающим. И вводится ровно столько единиц этого инсулина, сколько нужно. То есть нету скачка вот этого инсулина. Таких детей, как Арина, в Крыму более 500. Еще год назад эти показатели были вдвое меньше. Самым маленьким пациентам нет и года. Специалисты обеспокоены темпами роста болезни. За реализацию заболевания отвечает генетический материал, переданный из поколения в поколение по наследству. Да? Но болезнь может и не реализоваться, если нет воздействия экзогенных факторов, внешних факторов. К внешним факторам относятся: первое – это вирусы, второе – это нарушение диеты, скажем так, переизбыток употребления простых углеводов, это стрессовые ситуации. Ежегодно на приобретение инсулиновых помп и их расходных материалов с бюджета выделяются миллиарды рублей. Вот уже 3-й год наша республиканская детская больница работает в рамках ВМП, это высокотехнологическая помощь. То есть за счет средств ОМС приобретаются помпы инсулиновые, которые мы устанавливаем в нашем отделении, в соматическом отделении на эндокринных койках. Сразу после вхождения в Российскую Федерацию работать с Росфондом, который нам приобрел для наших деток 35 помп, за что им огромное спасибо. Такой прибор стоит около 100 тысяч рублей. Чтобы ускорить продвижение государственной очереди, благотворительная организация «Добро мира» волонтеры Крыма открыли сбор средств для помощи больных диабетом. Акция началась в июне. На сегодняшний день уже накоплены 3 помпы. Свою помощь в этом деле может оказать каждый. Информацию для связи вы видите на своих экранах. Наджия Исаева, Рамазан Аливапов, телеканал Милет. Глава республики Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем семьи, любви и верности и пожелал всем российским семьям счастья, любви, согласия и благополучия. Этот день отмечают во всей стране. В Крыму 5-й год. В Крымско-Татарской библиотеке имени Исмаила Гацпринского прошло тематическое мероприятие «Идущие вместе». Для гостей подготовили конкурсы, мастер-классы и экскурсию по Крымско-Татарскому дому. Репортаж наших корреспондентов.
читальном зале библиотеки в этот раз не тихо. Здесь отмечают День семьи, любви и верности. Праздник начался с исполнения крымско-татарского национального танца. Общественный деятель Камиль Аметов рассказал детям о крымско-татарских семейных традициях, раскрыл секрет своей счастливой семьи. Ведь в этом году Камиль Аметов со своей женой отметит 50-летний юбилей совместной жизни. Нужно всегда находить понимание в семье. Если есть взаимное понимание, то все дела могут получиться. Самое главное, нужно делать какие-то уступки своей супруге или же наоборот. Ведь мы же не можем все проблемы решать в одночасье. После началась экскурсия по крымско-татарскому дому. Дети погрузились в быт 18 века, уселись на старинный сет, диван, увидели древнюю кофемолку и с интересом слушают, как готовят национальный напиток крымских татар – ароматный кофе. Вот так. Крутили кофе. А пока крутили кофе, рассказывали истории. День семьи, любви и верности в нашей стране был учрежден в 2008 году. Праздник молодой, ему всего 11 лет. А в Крыму его отмечают в 5-й раз, и он все больше набирает популярность. Самое главное – это семья. Дети первые знания получают именно в семье от родителей. Изучают родной язык, получают воспитание и стремление познавать окружающий мир. Пришел черед и конкурсам. Дети поделились на 2 команды. Их задача правильно и быстро накрыть стол для своих родителей. В завершении праздника участников наградили сладкими подарками. И все вместе исполнили песню «Карымда Яша». Султания Такаева, Магомед Нестуров, телеканал Миллет. В детском парке столицы состоялся семейный крестный ход в память о покровителях православной семьи святых князев Петре и Февронии. Участники праздника во главе с митрополитом Симферопольским и крымским Лазарем прошлись от центрального входа в парке к памятнику муромским чудотворцам. Абсолютно правильный праздник. Потому что таких у нас раньше не было. Те, которые направлены не просто на радость, на развлечение, а на семью. В Крыму презентовали 3-й номер молодежного крымско-татарского журнала «Несель». Мероприятие прошло в Симферополе. Все по закону жанра. Красивые речи, выступления лучших коллективов республики и розыгрыши. Изучали новый номер и наши корреспонденты. Гостей встречает ансамбль скрипачей «Сельсибиль». Молодые врачи, педагоги, общественники, ученые и политики собрались на важном событии – презентация крымско-татарского журнала «Несель». На руках присутствующих 3-й номер журнала. Каждый с интересом знакомится с изданием и уже читает интервью об интересных героях. Одна из них – молодой дизайнер Низея Миршах. Здесь она впервые представила крымской публике свою новую коллекцию одежды «Я Заман». Это коллекция в стиле конструктивизм и этно. Основная задача коллекции – вывести этническую крымско-татарскую одежду из музея, сделать ее более повседневной, более современной, но сохранить какие-то очень важные моменты. На страницах журнала свое место найдет все, что связано с крымско-татарским народом, уверен главный редактор. Это материалы о культуре, религии, истории, традициях и достижениях молодых крымских татар. А главная задача редакции – обеспечить высокий уровень публикации и следить за читательским интересом. Мы хотим показать другую сторону жизни, что помимо каких-то бытовых проблем есть еще огромное количество прекрасного в этом мире, как культура, как какое-то хобби, мода и так далее и тому подобное. Хотим, чтобы наш народ развивался и был всесторонне развит. Молодежный журнал «Несель» получил второе дыхание и перезапустился в новом формате. Его 1-й номер был выпущен еще в 2008 году. Теперь при поддержке государства он будет издаваться ежеквартально. Тираж составит 1000 экземпляров. На сегодняшний день нашли возможность при государственной поддержке возобновить производство. И вот уже мы являемся сегодня свидетелями того, какое приятное событие. Это 3-й номер, который уже не просто 50-листовый журнал имел, а уже
130 с лишним страниц. Он очень много рубрик новых открыт. И культура, и спорт, и религия. Над созданием журнала работает целая команда. Это журналисты, дизайнеры, историки и просто активные молодые люди, интересующиеся жизнью крымских татар. Молодежный журнал «Несыль», который с сегодняшнего дня будет издаваться при поддержке Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым и медиацентром имени Исмаила Гаспринского. Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что у нас в Крыму сегодня подобного журнала нет. То есть по его наполняемости, по его оформлению, по тому, какие темы он затрагивает. Презентация журнала в таком формате прошла впервые. Главная цель организаторов – объединить крымско-татарскую молодежь и развиваться в современном мире. Для нас вот данная перспектива и нахождение вот таких вот точек роста позволяет говорить о том, что молодежь сегодня коммуницирует, общается и, конечно же, находит себя вот уже в новых формах, в новых реалиях. Конечно же, мы со своей стороны будем всячески помогать и содействовать. В ноябре этого года будет выпущен 4-й номер, а в 2020 году журнал «Несыль» будет заведен в подписку. Также его можно найти в продаже в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия. Султанис Такаева, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». В шкафу сотни поддельных дипломов о высшем образовании, свидетельства о рождении и браке и даже школьные аттестаты. 36-летний житель Свердловска в Севастополе задержан за сбыт поддельных документов. Он продавал документы различных органов и ведомств России, стран СНГ, а также СССР. На протяжении 3 лет в интернете злоумышленник закупал бланки в спецпомещении и печатал документы с использованием самодельных штампов и печатей. Сбыт документов шел по всей России. Злоумышленник отправлял их по почте и получал оплату на аккаунты электронных кошельков или банковские карты. Сейчас возбуждено уголовное дело. Максимально ему грозит до 2 лет лишения свободы. Напомним, что и на прошлой неделе в Крыму также пресекли деятельность находчивой семейной пары. Они несколько лет подделывали документы о постановке на миграционный учет, оказывали услуги гражданам ближнего зарубежья, желающим постоянно или временно жить на территории России. Мошенников задержали. Симферопольский борец Эмин Сефершаев победил в 19-м международном рейтинговом турнире Гран-при Испании. На его площадке собралось более 300 участников из 24 стран. В финале Сефершаев состязался с Экремом Остюрком из Турции. Победу представитель Крыма одержал в весовой категории до 55 килограмм. Конкурент из Турции во время соревнования пошел на хитрость. Перед выходом на ковер он намазался маслом. В первом периоде Эмин получил пассив, но не позволил сопернику провести прием. Сделал 4 схватки, 3 закончил досрочно, а вот в финале встретился с представителем Турции, призером чемпионата мира последнего. И вот в напряженной схватке, можно сказать, со счетом 2-1 вырвал победу и победил. Благодаря этому спортсмен выполнил норматив мастера спорта международного класса России. Из Испании Эмир Сефершаев отправился на сбор национальной команды в Кабардино-Балкарию. Урок от сенсея. В Евпатории для учеников клуба единоборств чемпион Европы и вице-чемпион мира по киокушинкай карате Алим Юнусов провел мастер-класс. О том, как прошел семинар и какие впечатления он оставил у начинающих каратистов, в репортаже Руслана Минаева. Ученики клуба единоборств громко встречают своего кумира. Увидеть известного спортсмена и получить от него важные наставления сегодня собрались более 50 детей. После разминки чемпион показал начинающим спортсменам свои излюбленные удары. Маваши Гэри, или удар ногой в голову. Именно этот хук принес спортсмену титулы чемпиона Европы и вице-чемпиона мира по киокушинкай карате. Такие удары на первый взгляд выглядят несложно, но чтобы их отточить, нужны годы тренировок. Здесь важны неожиданность и точность исполнения. Алим Юнусов посвятил карате всю жизнь. Сейчас он обладает 3-м данным по киокушинкай карате, что официально дает ему титул сенсея, то есть учителя. В России мастеров такого уровня немного. Самое главное – это человечность, это дисциплина. Она воспитывает. Здесь много очень привязано к этому. Заходить в зал,
заходить, уважение к старшим, уважение к старшим поясам, уважение вообще друг к другу, сопернику и так далее. Еве Хворостенко всего 10, занимается карате уже 2 года. Твердо решила, играть с девочками в куклы не про нее. Драться, веселиться, бегать, прыгать интересней, чем сидеть, заплетать косички и куклы. Вот так. За каждым движением спортсмена внимательно следят дети. Для них этот мастер-класс – отличный шанс обучиться базовым элементам киокушинкай карате, одного из самых контактных видов единоборств. Когда заходит в зал чемпион, для них это, тем более когда с кубком или с поясом, для них это очень важно. Для них это стимул в жизни. Алим поделился с детьми секретами своего мастерства, а также привез кубок вице-чемпиона Японии по киокушинкай карате, который он завоевал в этом году. На Японии, вот представьте, в категории по 70-90 человек. У меня 7 боев было в 2 дня. В течение всего мастер-класса дети внимательно прислушивались к советам чемпиона. Первые результаты не заставили себя ждать. Каждый участник мастер-класса получил важные наставления от чемпиона. Закончилось мероприятие общим фото. Подобные мастер-классы имеют огромное значение для подрастающего поколения. Руслан Минаев, Магомед Нестуров, телеканал Миллет. И на этом у меня все. Оставайтесь с телеканалом Миллет. Доброго вам вечера.